Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В правительстве России приняли постановление, которое даст регионам возможность снижать сборы за утилизацию коммунальных отходов. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Чей контейнер? В администрации муниципалитета состоялось рабочее совещание главы района с городскими управляющими компаниями. Народный бюджет. В Сосногорском районе завершилась масштабная кампания по сбору предложений в республиканскую программу. Назад в горизонт. Ровно неделя осталась до одного из самых ожидаемых событий меломанов нашего региона. Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит снижать мусорный тариф. Регионам рекомендовано в трехмесячный срок пересмотреть утвержденные тарифы с учетом новых решений. Мы не должны навязывать единые подходы регионам. Вы же сами сказали, что дифференцированный тариф. Пусть они сами для себя определяются как лучше. Если почувствуют, например, что людям это не нравится, значит просто поменять систему, уйти с учета по квадратным метрам на систему персонального счета. Ну и последнее, здесь вы тоже это обозначили, я это уже говорил, действительно нам нужно готовиться, и надеюсь, это произойдет в относительно коротком будущем, к переходу учета мусора по его фактическому объему. Как только мы сможем его реально считать, это будет самым справедливым вариантом. В Коми региональное министерство ЖКХ уже снизило нормативы накопления отходов для дачников. Теперь они будут платить за вывоз мусора меньше. Как сообщает пресс-служба ОНФ в Коми, профильное министерство внесло изменения в приказ об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Коми. Для дачников определено значение, как и для жителей домов с печным отоплением, которые платят 51 рубль 22 копейки с человека в месяц. При этом по месту постоянного проживания дачники смогут платить за услуги регионального оператора меньше, если докажут, что определенное время они проживали на даче. В таком случае оператор по начислению платежей за вывоз ТКО или непосредственно региональный оператор произведут перерасчет. На этой неделе в администрации района состоялось рабочее совещание главы муниципалитета с городскими управляющими компаниями. Поводом послужил отказ некоторых обслуживающих организаций от уборки контейнерных площадок. В чем причина, попыталась разобраться и наша съемочная группа. В адрес управления ЖКХ поступило обращение от двух городских управляющих компаний, в котором говорится, что они отказываются обслуживать площадки с мусорными контейнерами, расположенные не на придомовой территории. Они обосновали свои действия последними изменениями в жилищном законодательстве. Суть в том, что мы, и до этого вы прекрасно знаете, что мы содержали эти площадки, которые на муниципальной земле. Потому что была это обязанность наша прямая. Сейчас как бы эту обязанность новыми нормами убрали, 491. Нам на сегодняшний день самое главное, что источник финансирования этого. Однако управление, в свою очередь, отмечает, что новые нормы законодательства никак не отменяют предыдущие. Так, постановлением Госстроя, всем известным 170-м, об утверждении правил и норм эксплуатации жилищного фонда определено, что организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов. То есть терминология старая еще, да, потому что ТКО, вы сами понимаете, у нас терминология вступила в 2019 году, но тем не менее правила действующие, нормы следующих новых законов не отменяют, нормы Госстроя, закон обратной силы не имеет. То есть изменения 89 ФЗ у нас не говорят о том, что отменяются все предыдущие нормы. С таким мнением специалистов согласна и прокуратура. Настоящим жилищным законодательством установлено, что на придомовой территории управляющая организация обязана создать и содержать места накопления ТКО. Но поскольку ряд придомовых территорий не позволяет установить контейнерную площадку и давным-давно установлены контейнерные площадки на муниципальной земле, соответственно, те граждане, которые используют контейнерную площадку, управляющая организация должна содержать. То есть чистить снег, убирать мусор, который наложен, скопился стихийно.
Тем не менее, ряд управляющих организаций считает, что поскольку контейнерная площадка находится на муниципальной земле, а не на придомовой территории, она не включена в общедомовое имущество, и они не должны ее содержать. Но обязанность ее создать и содержать для них никто не отменял. Таким образом, они имеют право содержать за счет суммы тарифа, потому что это минимальный перечень работ. Они обязаны содержать те контейнерные площадки, которые пользуются их жители. Если они исторически 10-15 лет до реформы содержали эти контейнерные площадки, сейчас оснований их не содержать у них просто нет. По словам представителей управляющих компаний, отказаться от обслуживания контейнерных площадок их побудили еще и обращения некоторых собственников жилья, не желающих платить за площадки, расположенных на муниципальной земле. В таком случае, поясняют специалисты, должна быть альтернатива. Они должны либо создать свои контейнерные площадки, а муниципальные контейнерные площадки должны быть демонтированы. То есть, соответственно, если сейчас демонтировать общественную контейнерную площадку, нужно будет создать новую. Это еще одни затраты. То есть это установка контейнерной площадки, закупка новых контейнеров. А если это придомовая территория, то это все ляжет на плечи собственников. Соответственно, дешевле и разумнее уже содержать то, что исторически сложилось. Соответственно, они не переплачивают, потому что в указанную контейнерную площадку носят именно они мусор свой. Это не кто-то, это не чужие люди. Это те, кто исторически туда носил этот мусор. То есть это, я так понимаю, трактовка законодательства в иную пользу. Для регулирования вопроса по обращению с ТКО в муниципалитете в соответствии с требованиями жилищного законодательства разработана и утверждена территориальная схема. Территориальная схема определяет потоки распределения мусора. Территориальная схема городского поселения создана как раз-таки для того, чтобы Ухта-Жилфонд понимал фронт работ, куда что направлять, как часто приезжать, где какое количество, какая загруженность, что в Сосновке есть контейнерные площадки 1-2 бака, но возможно вывоз там чуть ли не 2 раза в день. И возможно, для того, чтобы мы, как орган местного самоуправления, могли производить анализ этих потоков, что мы сейчас и делаем, производить замеры, как раз-таки, которые у нас сейчас просит министерство для рассмотрения возможности пересмотра тарифа по муниципальным образованиям, и к такому мы, может быть, придем. Документ был опубликован на официальном сайте муниципалитета еще в конце декабря прошлого года. Ознакомиться с ним и посмотреть схему прикрепления домов к контейнерным площадкам города может любой желающий, в том числе и управляющие компании. Глава района Сергей Дегтяренко настоятельно рекомендовал собравшимся сделать это в ближайшее время. А представитель прокуратуры предложила в целях недопущения мусорного коллапса продолжать обслуживать контейнерные площадки так, как это управляющие компании делали и раньше, поскольку это не противоречит ни одной норме закона. Павел Дурников, Елена Двожек и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе завершилась масштабная кампания по сбору предложений в республиканскую программу «Народный бюджет». Сколько всего поступило народных проектов и какие сферы оказались в лидерах, смотрите в нашем материале. 20 встреч практически в каждом населенном пункте муниципалитета, 2500 участников из числа жителей, 79 конкретных предложений по включению их в проект «Народный бюджет». Таковы итоги большого мероприятия. Очень много интересных предложений, но, как мы ожидали, большинство предложений касается сферы благоустройства и сферы занятости населения. Действительно, благоустройство заметно лидирует по сравнению с другими направлениями. По этой теме поступило 30 предложений. На втором месте проекты в сфере занятости населения, их 14. По 9 проектов было предложено реализовать в сферах образования, физкультуры и спорта. 7 в области культуры, 6 в дорожной деятельности. 2 проекта касались модернизации в сфере агропромышленного комплекса, и по одному проекту заявлено в направлении МСП и этнокультурного развития. Сбор предложений завершился. Что же дальше? Вы абсолютно правильно заметили, что сбор предложений – это очень важный, но не последний этап. Сейчас наша задача подготовить документацию по этим предложениям и направить в администрацию главы. Понятное дело, что все проекты не получат одобрения республики, но для нас это является некой основой для дальнейшего развития нашего района. И те идеи, которые не войдут, не будут одобрены главой администрации главы республики, лягут в основу наших планов на следующий год. Глава также отметил, что за время проведения встреч в муниципалитете сформировалась настоящая команда активных, неравнодушных и готовых к взаимодействию жителей. Люди у нас действительно активные, и я, как и на каждой встрече, хочу еще раз поблагодарить всех тех,
кто нашел время, чтобы прийти, внести свои предложения, кто готов не только предлагать, но и участвовать в реализации этих проектов. О том, какие проекты станут реальностью в 2020-м, станет известно в марте следующего года. Но, как подчеркнул Сергей Дегтяренко, на местном уровне ни одно предложение не будет потеряно. Поскольку приоритеты расставили сами сосногорцы, значит, задача руководства района сделать все для того, чтобы инициативы стали реальностью. Ирина Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе и Республике Коми продолжается благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». Напомню, на собранные в ходе акции средства ветеранам оказывается адресная помощь. Приобретается необходимая бытовая техника, мебель и многое другое. Также на эти деньги реставрируются памятники и монументы павшим в годы войны. Принять участие в благотворительном марафоне может любой неравнодушный житель Сосногорского района. Реквизиты для перечисления средств вы видите на ваших экранах. Ровно неделя осталась до одного из самых ожидаемых событий меломанов нашего региона – открытого республиканского фестиваля исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки. Андрей Калиничев продолжит. В этом году фестиваль зазвучит по-новому во всех смыслах, ведь наряду с официальным названием он получит и сокращенное «Сосны», которое является отсылкой к географическому названию родины фестиваля – городу Сосногорску. Еще более значительной переменой станет возвращение рок-феста в стены Дома культуры «Горизонт» после более чем 10-летнего перерыва. Фестиваль зарождался в этих стенах. Это был один единый организм, и мы хотим это все восстановить, но, естественно, учитывая современные реалии. Много нового припасено. Я думаю, что все останутся довольны. В этом году в адрес организаторов фестиваля поступило более 25 заявок на участие. Не все группы смогли добраться до заветной сцены. Строгое, но справедливое жюри отобрало лучшие коллективы. Отбор производился суровый, серьезный. Мы хотели посмотреть музыкантов, в основном тех, кого мы еще не видели, и, соответственно, показать их зрителю. Поэтому даже мэтрам порой приходилось отказывать. География обширная, но и, как всегда, предпочтение музыкантам нашей республики. Несмотря на то, что были заявки с Нижнего Новгорода, с Кирова, мы выбрали наших местных музыкантов. Смена формата сделает более разнообразными два фестивальных дня не столько для зрителей, сколько для самих музыкантов. Для них будут возрождены творческие лаборатории и мастер-классы. Кроме этого, вернется конкурсная составляющая. Главным призом Сосногорского рок-феста станет запись макси-сингла в профессиональной студии. Кроме этого, жюри учредит призы за победу в различных номинациях. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. Уже 10 лет сосногорцев с ограниченными возможностями, а также пожилых горожан объединяет группа «Здоровье», дающая возможность ее участникам заниматься спортом и принимать участие в различных соревнованиях. Одно из таких мероприятий состоялось в Сосногорском физкультурно-оздоровительном комплексе на этой неделе. Участники группы, как мужчины, так и женщины, приняли участие в соревнованиях по дартсу. При этом, пока одни состязались в меткости, другие выполняли комплекс физических упражнений. Именно забота о своем здоровье и желание развивать в себе новые навыки объединяют десятки горожан, которые, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, не отказываются от дружбы со спортом. Нам здесь очень нравится. Во-первых, коллектив приятный. Когда приходишь на группу, у всех глаза сияют, блестят. То есть у всех поднимается настроение. Но если взять меня, мне стали меньше головные боли. И я инвалид по суставам, меньше болят суставы. И мне наша зарядка жизнь дает. Оптимизм, бодрость, радость, настроение поднимается. Хорошее настроение, желание творить добро, физическая активность. Открыли бассейн, в результате очень многие ходят в бассейн. И вообще жить здорово. Добавлю, что занятия группы здоровья проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе по вторникам и четвергам. Записаться в группу может любой желающий при наличии допуска лечащего врача. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам республиканских синоптиков, в ближайшие выходные в Коми будет холодно. В ночные часы столбик термометра будет показывать отрицательные значения – от -2 до -7 градусов. Днем температура воздуха около 0 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных!